Шерфунас қайырлы olsun, эфирде заман саатлерде 12:30 бүгін Қрамышғалынан 819 күні кетмекте. Студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Қырымда кенеде тентувлер, бүгін олар Каменка ве Қошкелді қасабаларында өткерілді. Бұл ақта Межлис рейсінің бірінші муавина Нариман Желял білдірді. Оның сөздеріне көре таққатшы ве селялы инсанлар ең азындан уч қырымдатар айлесіне келді. Каменкалы Тимур Османовны Ахмеджеттеке экстремизмнен күрешов мерkezіне алып кеткелілер. Мұне берабер тентувлер оның достлары евлерінде де өткерілген. Здравствуйте. Добрый. А вы можете объяснить, что происходит сейчас здесь? Старший выйдет объяснить. Старший выйдет объяснить, а когда он выйдет? Сейчас выйдет. Все уже В ближайшее время. То есть по какой причине сюда зашли? Все старший. Мы Всё. не полномочия. Все расскажут, не переживай. А давно вы здесь находитесь? Как обычно? Да. Так, да? Просто мы не имеем права с вами разговаривать, честно. Не, ну все, ладно, я задал вопрос, вы ответили. А там внутри еще, кроме следователей, кто еще находится? Понятые. Понятые? Все по закону. И вся семья, да, их Вся нет? семья, да. Дети есть малолетние. Машина детей не знаю. А понятые кто? Соседи? Без понятия. Со следователем пришли. Да. Следователь выйдет, задавать вопрос. Насколько нам пока известно, было проведены 3 обыска в домах Тимура Османова, Артура Халтаева и Хайсера Халилова. Все эти ребята друзья, насколько нам известно, имеют общий бизнес, общее дело. Они занимаются торговлей. На их торговых точках, насколько нам известно, были проведены обыски, как минимум на 2 микрорайонах Хошкельда, того же Симферополя. Как нам известно из разных источников, обыски проводились в ходе дела о нелегальных мигрантах. Якобы у них на торговых точках работают нелегальные мигранты, и в связи с этим были проведены обыски и на работе, и дома. Всех ребят, насколько нам известно, направили или направляют в так называемый Центр по противодействию экстремизму на улице Декабристов в Симферополе. Я точно знаю, что арестов не будет, это не в рамках уголовного дела, это административное судопроизводство. Если у них будут обнаружены нелегальные работники, то им грозят очень серьезные денежные штрафы. Тентув Алупка шерінде де кечірілген. Олған малыматқа көре Тентувге оғырағанлар қырымтатар нефақаджылары. Себебі белі дегел Тентув нетижесінде телефон ве дини китапларыны алғанлар. Тапсилатлы жәнев бетеке айларымыздан оғырене білесіңіз. Еккун евелсі қырсызланған Эрвин Ибрагимов ақта ешбір малюмат жоқ. Тек белі ке ақшам арабасынен евіне қайтқанда, оны белі олмаған инсанлар тоқтатты. Шудаққасы олар Эрвинні яқалап, өз арабасына юклеп алып кеттілер. Бұны таздықлаған видео тюкянның көзетіже камерасына түшкен. Арабасыны саба бабасы тапқан. О евіне яқын ачы қапулары ве килетнен ел кенарында турайды. Информации о местонахождении Эрвина Ибрагимова, к сожалению, на данный момент нет, никаких новостей, что это могло быть и так далее, и так далее. Утром мы общались с сотрудниками УФСБ в Крыму. Они строят разные версии, кстати, не отрицают, что, возможно, это могут быть провокации из Украины с целью дестабилизировать ситуацию здесь, в Крыму. Мы в это, естественно, особо не верим. Уверяют нас, что задействованы все возможные силы на то, чтобы искать Эрвина Ибрагимова, но они сами не имеют представления, кто и зачем мог его похитить. Бұтын дүния Қырымтар Конгресі Эрвин Ибрагимов қырсызланғанын себебінден өз бейанатын ашқылады. Белік Эрвин Конгресінің делегаты ве Ижра комитет азасы. Эрвин Ибрагимов Бақшысарай шерінің сабық депутаты ве региональ Меджлис азасыдыр.
Российская Федерация, вдобавок к продолжающей оккупации Крыма, добавила в свой список новое злодеяние против человечности. Член Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар, 30-летний Эрвин Ибрагимов, 24 мая в 23:00 был похищен неизвестными личностями. От пропавшего вчера Эрвина Ибрагимова до сих пор нет новостей. Это не первое похищение человека в Крыму, где подобные случаи продолжаются до сих пор. Очевидно, что варварские и жестокие преступления против крымских татар будут продолжаться. Виновник всех этих злодеяний – Российская Федерация. Без промедлений она должна ответить в Международном суде за все эти преступления и понести наказание. Государства и нации всего мира должны немедленно принять все необходимые меры, чтобы положить конец этим насильственным беззакониям. Илми Умеров кенеде тинтувде булунды. Белеки оңа қаршы ФСБ жинай иш ачып экстремизмде қабатлай. Санкио атыры телеканалының яйнында Русия бірдемлігіні бозмаға чағырған. Ләкин Илми Умеров Крымна Русия еркенында танымағанны білдірді. Сегодня были следственные действия, связанные с фотопортретной идентификацией того, что я участвовал конкретно в этой телевизионной передаче. О том, что это я, будет проведена экспертиза. Кроме этого, я сегодня дал подписку о неразглашении материалов следствия. Поэтому, наверное, как бы для журналистов скажу, до начала суда будем немножко сдержаннее давать материалы по моему уголовному делу. Мejlis азалары темсалжы органы ясақ еткен махкеме қарарына шикайет берділер. Оны Русияның юқары махкемесі бақмақ керек. Шикаетінің почта вастасынан Қырымнан юқары Рус махкемесіне yolладылар. Бұл ақта Мejlis рейсінің бірінші муавины Нариман Жилял білдірді. Беліки апрелінің 26-сында Қырымнан юқары Рус махкемесі Мejlis фалиетіні ясақ етіп экстремистік бірлешме кібі таныды. Махкемеге даваны Қырымнан ишғалжы прокурора Наталья Поклонская берді. Оның сөздеріне көре Mejlisні санки Қырым татарлар ясақ етмеге талап еткенлер. В основном мы говорили о тех же аргументах, что Меджлис не является общественным объединением и, соответственно, не может быть ответчиком по иску прокуратуры Крыма. Во-первых, мы говорили о том, что Верховный суд Крыма абсолютно не по праву проводил судебный процесс, так как Меджлис, если и признавать неким общественным объединением, как это требует прокуратура, то является международным общественным объединением, а соответственно суд, который должен был рассматривать вопрос о запрете Меджлиса, это Верховный суд Российской Федерации, а не Верховный суд Крыма. Ну, кроме того, мы говорим о недоказанности многих фактов, которые изложены в иски, например, недоказанность фактов осуществления экстремистской деятельности, проведения несанкционированных мероприятий, причастности Меджлиса к энергоблокаде и многие-многие подобные вещи, которые мы считаем основными в плане абсолютно безосновательности и незаконности принятого по нам по запрету Меджлиса решения Верховным судом Крыма. Русия сыңыр бекчілері Қырым сыңырында Фқари қартының ашайтынен торбасына тұтып алғанлар. Анда оның парасы да бар екен. Оқытайы Украинадан мұсафірліктен қайта еді. Украина сыңыр бекчілері оны кечірген, ләкин руслар торбасына тұтып алғанлар. Қартын изатыны Алупка блогері Сергей Псарев язды. Їхала я, видите, російська, там погранзастава у Херсоні є. Можете навіть писати це. Забрали геть із сумкою у мене все. Курку забрали, і качку забрали, і все забрали. Это вы себе везли поесть? Ну, да, там була родина моя, їхала сюди. У мене паспорт є і український, і руський. Бо руський нам давали, український не забирали. У мене все забрали, все забрали. Геть із торбою забрали. Хіба це можна так робити? Нельзя так робити. Это на российской погранице? Да. Україна мене пропустила, все, паспорт, прийшла на Руську, все забрали до халуси. Ще чекайте, вони це, може, були б і не взяли, а це взяли. Я забула гроші, брала з собою гроші. У мене 2 сумки, а я ту сумку, де то їжа, та кинула гроші 10 тисяч. Думаю, нехай буде. А потім там заберу, хто це мені буде в сумку лізти. А потім, як вони сумку забрали, а я розтіралась, та й забула, що в мене там і гроші в сумці, поняла? Та й пропало все нахрен. Отак. Куча діл вийшло. Та й куди тепер йти? Кому жалітися? Та нікому нема жалітися.
Тепер закону нема, тепер закон у тих людей. Маєте ви гроші, значить у вас є закон. Нема у вас грошей, здихайте, помирайте, ти нікому не нужен. Усатқа соңки хаберіміз еді, невбетекі яйынларымызны қачырманыз, атырылы олыныз, көрішмек үзіре.